В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Под председательством вице-премьера Астамура Кецпа в кабинете министров состоялось совещание по вопросам оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия нового образца. Как отметил начальник паспортного управления МВД Эдуард Монарге, на сегодняшний день принято 120 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. При этом выдано из них всего 98 тысяч. 8 800 паспортов готовы к выдаче. 11 тысяч остаются на обработке. Участники совещания обсудили возможность максимального упрощения и модернизации процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов, рычаги коммуникации с населением республики. Вице-премьер Астамур Кецба в свою очередь назвал процесс обмена паспортов организованным, однако отметил, что наблюдаются некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе. Вопросы межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании обсудили в Минздраве Абхазии. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия провел рабочую встречу с делегацией Федерального фонда обязательного медицинского страхования России, в частности, заместителем председателя фонда Юрием Нечапаренко и другими российскими специалистами. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, в ходе встречи были обсуждены детали реализации межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. В частности, отмечалось, что уже пройден значительный этап в осуществлении договора, и сейчас необходимо активизировать процесс обеспечения граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, полисами ОМС, а также в режиме реального времени отработать все детали в осуществлении медицинской помощи по данным полисам в медучреждениях России. Как рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакия, по последним данным, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахованных граждан. Из них 37 120 человек уже имеют в наличии полисы ОМС. Работа продолжается. Вопросы взаимодействия Министерств сельского хозяйства Абхазии и России обсуждались в ходе рабочих встреч в Москве министра отрасли Амирана Какалия со своим российским коллегой Дмитрием Патрушевым. Речь на встречах шла также о методах борьбы с насекомыми вредителями, которые наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Представители Министерств сельского хозяйства Абхазии и России обсуждали проблемы, касающиеся сельского хозяйства нашей республики. В частности, речь шла о продолжении совместных мероприятий по борьбе с насекомыми вредителями и в этом году. В 2019 году российская сторона готова выделить нам более 100 миллионов рублей, а конкретно это около 139 миллионов рублей. Это в виде лекарственных препаратов, в виде ранцевых опрыскивателей, в виде спецодежды, феромоновых ловушек, их 2 вида. Это очень дорогостоящее такое удовольствие. Как известно, проблема с распространением коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. В прошлом году использовались 2 метода борьбы с клопом. Это обработка сельхозугодий ядохимикатами и механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки. Специалистами было также подмечено, что популяция насекомого вредителя уменьшилась и благодаря механическому сбору мраморного клопа. Тем самым был предотвращен ущерб на 6 миллиардов рублей. По данным Минсельхоза, в прошлом году было обследовано около 25 тысяч домовладений и собрано около 5 тонн вредителя. И в этом году, с наступлением весны, подобный метод устранения клопа будет возобновлен. Мы будем обсуждать на коллегии Министерства сельского хозяйства. Материалы уже розданы. Мы планируем по механическому сбору выделить средства от 5 до 7 миллионов рублей. Помимо мраморного клопа, большой ущерб сельскохозяйственным угодьям наносят и грибковые заболевания, вызванные различными видами микроскопических паразитов, которые вызывают гибель плодов деревьев. Кроме того, появилось еще одно насекомое-паразит – фундучный усач. Личинки этого жука-вредителя прогрызают сердцевину побегов, что впоследствии приводит к увяданию всей ветви. В прошлом году около 70% урожая ореха фундука пострадало из-за насекомых-вредителей. В этом году Министерство сельского хозяйства Абхазии также продолжит лечение ореховых плантаций. Относительно недавно в Абхазии появился еще один жук-вредитель, который наносит колоссальный ущерб
пальмовым насаждениям нашей страны. Впервые в республике очаги заражения пальмовым долгоносиком были выявлены в Гагарском районе. Затем долгоносик добрался и до столицы. Зараженные личинками жука пальмовые насаждения были срублены и сожжены. Как и в прошлом году, все пальмы, произрастающие в городах республики, будут обрабатываться пестицидами. Лекарственные препараты уже приобретены. Количество пальм, которые в прошлом году провели лечение, их 2200 корней на территории Республики Абхазия. Это начиная от Гагарского района, Фон, Гудаута, город Сухум. В этом году мы уже закупили лекарственные препараты, находятся заскладированы, находятся на территории Республики Абхазия. По этому вопросу мы уже готовы провести лечение по технологии, по которой, существует утверждена Минсельхозом Республики Абхазия. Министр сельского хозяйства Амиран Какаля рассказал, что на встрече с российскими коллегами также обсуждались вопросы об упрощении перевозок сельхозтоваров через границу, а именно о создании фитосанитарных пунктов на территории республики, где специалисты из России будут проводить проверки грузовых машин с экспортируемой сельскохозяйственной продукцией до прибытия на КПП ПСОУ. Специалисты Российской Федерации будут находиться здесь, чтобы машины, грузоперевозочные компании, и наши машины, фуры так называемые, чтобы не стояли там на границе. Это будет соответствующий механизм. Этим занимается сейчас республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт». Этот вопрос в случае положительного разрешения даст стимул более такой легкий проезд через границу. Обработка цитрусовых и плодовых насаждений ядохимикатами будет возобновлена к весне. Саиджар Сали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сегодня в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба прощались с Нелли Георгиевной Лакоба, ведущей артисткой театра, заслуженной артисткой Абхазской АССР, народной артисткой Абхазии, кавалером ордена Ахтзепша 3-й степени. Проводить Нелли Лакоба в последний путь пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, коллеги и друзья, поклонники таланта Нелли Лакоба. В Абхазском драматическом театре сегодня траур. Прощаются с одной из ярчайших звезд абхазского театрального небосклона Нелли Георгиевной Лакоба. Место церемонии прощания с народной артисткой Абхазии выбрано не случайно. В стенах Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба актриса проработала без малого более полувека. Уход Нелли Лакоба – невосполнимая потеря для абхазского театра и почитателей ее творчества. Ушла из жизни воистину народная артистка, ведь потоку людей, пришедших проститься с Нелли Лакоба, не было конца и края. Абхазский драматический театр стал для Нелли Лакоба родным домом. За долгие годы работы на сцене бывало крайне редко, чтобы актриса не пришла на репетиции, сославшись на плохое самочувствие. Казалось, она болеет только сценой. Нелли Георгиевна всецело отдавалась творчеству. Самая главная черта была, что бы ни было бы, что бы ни случилось бы, да, в первую очередь она ставила профессиональные качества. Что-то или она, кто хворает, она не хворает, она никогда об этом и не говорила. Помимо всего этого, что бы ни происходило в театре, скажем, это будет пример, и это будет молодой актер, это будет актер старшего поколения, если когда какие-то творческие успехи, она очень этому радовалась. За что бы ни взялась Нелли Георгиевна, она делала это с полной самоотдачей, и любое начатое дело неизменно доводила до конца. Нелли Лакоба была не просто талантливой актрисой, но и теплым душевным человеком. Именно такой ее вспоминают коллеги и друзья, проработавшие с ней на одной сцене не один десяток лет. Нелли Лакоба была настоящим другом, способным не только прийти на помощь, но и искренне порадоваться чужим успехам. Она работала для своего народа, для своего зрителя. У нее свой зритель был. Она очень много ролей сыграла в этом театре. Для нее не было разницы,
она играла и в трагедии, и комедийные роли. Она была настоящим верным другом. Для молодых была как мать, для своих друзей другом, братом и сестрой. С любимым театром Нелли Лакоба не расставалась до последних дней своей жизни. Свой последний спектакль она отыграла в декабре минувшего года. За 50 лет жизни на сцене Нелли Лакоба перевоплощалась в десятки персонажей. Для артистки не имело значения, будь то главная роль или же роль второго плана. Важно сыграть так, чтобы зритель поверил и полюбил ее персонаж. Выход на сцену народной артистки Абхазии Нелли Лакоба был как для нее самой, так и для зрителя настоящим праздником. В гримерной артистки всегда собирались коллеги за очередной порцией хорошего настроения, которое так любила заряжать Нелли Георгиевна. Кажется, и сейчас она зайдет с улыбкой и по обыкновению расскажет смешную историю, говорят они. Доброта и отзывчивость, женское обаяние и красота, хрупкость и в то же время неиссякаемая сила духа. Нелли Лакоба осталась в памяти всех тех, кто ее знал, истинным воплощением женской чести, красоты и таланта. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Завтра во дворе Министерства по репатриации состоится открытие памятника видному военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, нашему знаменитому соотечественнику генералу Уалиду Маршан. В торжественной церемонии примет участие президент Рауль Хаджимба. Автор бюста – скульптор Виталий Джения. Уалид Маршан всегда поддерживал связь с Абхазией и занимался вопросами сближения абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной. Представители нашей диаспоры, где бы они ни находились, они всегда честно и добросовестно выполняли все те обязательства, которые возлагались на них. Среди такой категории людей, о которых мы сейчас говорим и чествуем, конечно же, не назвать имя знаменитого боевого генерала Сирийской Арабской Республики Уалида Маршана База невозможно. Я думаю, что это будет большим примером для воспитания нашего подрастающего поколения. В рамках профилактики безопасности среди подрастающего поколения в Сухумской средней школе номер 3 при поддержке МЧС Абхазии и дирекции школы была проведена лекция для учителей по технике пожарной безопасности. Об этом наш следующий репортаж. Пожар проще предупредить, чем потушить. Эта известная фраза не теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в детских учреждениях. Отправляя ребенка в школу или любое другое образовательное учреждение, родители обычно спокойны и уверены в его безопасности. Но детская любознательность или какие-либо другие факторы могут привести к неприятным, мягко говоря, последствиям. Ученики и педагоги проводят большую часть времени в школах, поэтому им необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности, говорят специалисты. Такой род занятий мы проводим сейчас, то у нас получается внеплановое, и первый раз у нас в школах. Потому что мы раньше, если читали лекции детям по пожарной безопасности, ознакомливали их с правилами поведения при пожаре и профилактикой пожаров, занимаемся именно, инструктируем преподавателей и классных руководителей. Лекция по пожарной безопасности в Сухумской средней школе номер 3 была проведена по инициативе директора школы. В ходе беседы с учителями сотрудники МЧС Абхазии рассказали о правилах пожарной безопасности. Также был проведен инструктаж по правильной эксплуатации электрических приборов. За ширмой ломается стеклышко и срабатывает пожарная сигнализация. Места расположения телефона, все указано в плане эвакуации. По словам учителя русского языка и литературы Марины Цатурян, за свою долгую педагогическую деятельность она никогда не сталкивалась с пожаром в школе, но считает, что надо знать, как себя вести в опасной для жизни ситуации. То мероприятие, которое сегодня было проведено в третьей средней школе, оно очень значимое для всего педагогического коллектива, для того, чтобы мы могли в случае такого ужасного события, как пожар, который может быть вызван спонтанно, чтобы мы могли вовремя и грамотно, профессионально оказать помощь для того, чтобы дети не пострадали.
Стоит отметить, что такие мероприятия будут проводиться во всех столичных школах, а следующая лекция пройдет в этой же школе уже вместе с учащимися. Пожар, катастрофа и опасность в жизни каждого человека не исключены, о чем нам говорит статистика. Только с начала года в Абхазии произошло 53 возгорания домовладений. 2 человека погибли. Проблема заключается в том, что люди, столкнувшись в реальной жизни лицом к лицу с опасностью, оказываются не готовыми к ней. И очень важно в удобной и понятной форме научить увидеть потенциальные угрозы и уметь предотвращать ее. Гугут Саварданя, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 11-16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.